Привет, меня зовут Зибута Джибаева, я главный редактор портала YourTG. Я журналист. И сегодня мы поговорим о том, как работать с социальными сетями. Независимо от того, работаете вы в редакции, ведете ли вы собственный блог, вам необходимо понимать, насколько важно работать с соцсетями и мессенджерами. Что же делать с соцсетями и мессенджерами? В первую очередь изучить статистику своего региона о присутствии в соцсетях. Например, сегодня из Таджикистана в Фейсбуке зарегистрировано уже больше 1 миллиона пользователей. Это вы должны понимать. На втором месте, кстати, по Таджикистану популярностью пользуется Pinterest неожиданно. И только дальше идет Instagram и так далее. Выберите крупные сообщества. Это очень важно именно для Фейсбука и для ВКонтакте, если вы сидите там. Начинайте работать с ними. Помните, что сегодня соцсети не работают на вас, но их можно приручить. Здесь указано несколько ссылок на инструменты, с помощью которых вы можете проверить, какие пользователи и в каких соцсетях сидят в вашем регионе. Начните общаться со своей аудиторией. Неважно, вы журналист, вы редактор, либо вы просто ведете собственный блог. Проводите опросы в соцсетях, говорите с друзьями и соседями, следите за интересами в соцсетях, отслеживайте фидбэки и коллекционируйте отклики. Инициируйте обсуждения. Даже если они вам неприятны, в любом случае всегда можно поблагодарить, в крайнем случае проигнорировать. Нарисуйте портрет вашего читателя, независимо. Если вы только работаете в соцсетях, вам нужно понимать, кто он, какого он возраста, какое у него образование, кем работает, какие у него интересы и хобби, и где он проживает. Тогда вы точно будете знать, что нужно вашему читателю. Всегда встает вопрос, как часто нужно выкладывать публикации в соцсети. Самое главное – это регулярность. Если вы будете делать это 2 раза в неделю, не откладывайте, например, это на другие дни. Но, в принципе, сейчас самое оптимальное – это от 1 раза до 3 публикаций в день. В крайнем случае для редакции я посоветовала, если нет возможности делать репост каждой публикации с вашего веб-сайта, делайте хотя бы итоги 1 раз в день. Экспериментируйте со временем. Вы должны понимать, когда ваши пользователи потребляют вашу информацию. Например, если вы хотите получить длинный отзыв, ответ на вопрос, тогда вы ставите публикацию, как правило, в пятницу вечером, когда и в субботу люди, когда у них чуть больше свободного времени, или в воскресенье, они могут вам написать большой отзыв. Если вы хотите быстрые ответы и короткие получить, то публикацию лучше делать, например, в будни, в рабочие дни. Но не рассчитывайте, что кто-то найдет время писать вам очень много. Это, наверное, будет полезно больше редакторам, но при этом журналисты тоже могут постоянно серфить в Фейсбуке и искать какие-то интересные публикации, которые можно потом дальше раскрутить. Одни из самых лучших историй пишутся пользователями. Это важно знать не только редактору, но и просто журналисту. Продолжайте серфить в соцсетях. Я думаю, что вы найдете там интересные публикации, которые можете потом адаптировать под себя или под свое издание. Например, я бы вам посоветовала посмотреть, как работает издание Пост-Медиа. У них есть своя страница в Фейсбуке, где они собирают интересные публикации своих подписчиков. А вот еще один интересный пример – это Now This News. Сначала это была просто страница в соцсетях, сейчас это уже полноценный портал. И это еще один пример, когда лучшие видео создаются пользователями. Используйте все, чем богаты соцсети. Проводите опросы, видео, карусели, увеличивайте количество ярких активностей в ленте, проводите викторины, квесты, используйте геймификацию в сторисах, запускайте флешмобы. Добавляйте полезного и ситуативного контента, создавайте тематические подборки, проводите прямые эфиры. Что такое ситуативный контент? Это контент, который имеет инфоповод, но при этом он больше вирусный. Например, вирусные видео, короткие. Сейчас такими видео переполнен TikTok. Либо мемы, которые тоже очень популярны, но, к сожалению, в Таджикистане не особо развиты. Что любят сегодня соцсети? Я больше, конечно, говорю о Фейсбуке, но при этом точно так же это все работает в Инстаграме, в ТикТоке не так. Там вообще непонятно, как что работает, и скоро мы это поймем.
В принципе, и я вижу, что сейчас уже довольно часто стали пользоваться ТикТоком такие серьезные издания российские, как, например, «Новая газета». Итак, что же любят соцсети? Эмоции, длинные или короткие тексты. Сейчас, что интересно, Facebook предпочитает даже лонгриды, фото, видео и очень любят позитивные слова. К сожалению, сейчас во всех соцсетях все изучает искусственный интеллект. И есть, например, набор слов позитивных, негативных и нейтральных. Чем больше негативных слов в вашем тексте, тем реже он будет выдаваться вашим подписчикам. Даже если вы работаете в редакции, не полагайтесь на СММщика. Вы также ответственны за то, как разойдется ваш материал, как его будут читать. Поэтому не забывайте репостить, делиться им и при этом создавать хороший пост к вашему материалу. А сделать его довольно легко. Необходим небольшой текст, фотография, эмоция. Это эмоции «я воодушевлена», «я разочарована». Хотя Facebook не очень любит как раз-таки негативные эмоции. Можно еще выбрать какие-то. Обязательно необходимо указывать геолокацию, отмечать людей, и тогда ваш пост действительно увидит больше людей. И, возможно, они перейдут и почитают ваш материал. Что очень важно сейчас, это мессенджеры. Сейчас соцсети нам диктуют, по каким правилам жить. А вот в Телеграме, например, только вы себе диктуете, что вы будете читать и когда вы будете читать. Поэтому я рекомендую, если вы хотите работать с мессенджерами, создавайте в Телеграме каналы, свои собственные, авторские. Они сейчас очень популярны. Делитесь ссылками. Также вы должны понимать, насколько популярны мессенджеры в Таджикистане и какие. Конечно, это статистика за 2019 год, и Telegram там не особо еще набирает популярность, но есть WhatsApp, есть Imo и Viber. Viber точно так же позволяет создавать свои собственные каналы, хотя его больше используют именно для переписки и для видеозвонков. Очень интересен сейчас Imo, который фактически стал уже такой небольшой социальной сетью. Там есть возможность создавать группы и общаться со своими пользователями. Он позволяет заливать видео, позволяет заливать аудио. Конечно, это как ящик Пандоры. Вы можете туда попасть, и все получат доступ к вашему контакту. Но если вы захотите работать как редакция в этом мессенджере, почему бы не попробовать? Сегодня мы говорили о мессенджерах и соцсетях. Конечно, все алгоритмы очень быстро меняются. И только эксперименты вам помогут лучше ориентироваться в соцсетях. Экспериментируйте, делайте периодические замеры, собирайте фидбэки, делитесь с друзьями, обсуждайте, и все у вас получится. Пока!